Тато, мама, я. Це я маленька. Васпие показывает семейный фотоальбом. В нем много фотографий, на которых она со своим отцом Русланом. Вот они вместе, когда ей исполнился год. Вместе на прогулке, вместе в селе у бабушки. В этом году Васпие пошла в 1 класс. На первый звонок ее сопровождала только мама. Васпие – старшая дочь Руслана Абдурахманова, крымского татарина, которого весной 2022 года российские силовики задержали в селе Азовское Херсонской области. К нам ворвались 7 человек. Была в кухне с ребенком, с меньшей. Ей было 1,5 года на тот момент. Меня с этим ребенком положили на пол. А старшая дочка была с мужем в спальне. Они кричат: где муж? Сказали, что типа это специальная операция, ищут террористов. Ну, ходят по всему, в берцах, все с грязью, вот это все там. Как раз на тот момент дождик прошел сильный. Мне сказали, короче, сидеть в комнате, они пошли дальше, короче, искать его. Зашли в спальню, я уже слышу, что это крик. Они выводят старшую дочку, она вся в слезах, орет. Я захожу, они его берцами полностью запинали. Я вижу, как эта кровь, короче, уже по всей... по стенке вот это вот все. Российские силовики забрали Абдурахманова, и его местонахождение было неизвестно. Только потом правозащитники выяснили, что из мужчины пытками выбивали признание об участии в добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана. В России батальон признан террористической организацией. Сначала его похитили и пытали. Первая кативня, в которой он был пыточная, это Геническ на территории ПТУ. Очень многие, кого похищали именно в Геническом районе, в том числе и село Азовское, вывезли именно туда. Там несколько дней их пытали. Из других источников мы знаем, что в том числе там были люди, запытанные до смерти. После того, как оккупирована была часть Херсонской области, тогда просто ходили, в принципе, по всем домам, по всем активистам, по всем крымским татарам. Искали просто всех подряд. Если это украинцы, их обвиняли в шпионаже или акте международного терроризма. Если это крымские татары, то наиболее распространенным является и обвинение их в участии в батальоне Челебиджихана. Это уголовная статья России. С Русланом была довольно типичная ситуация. Якобы он там брал участие в действиях Аскера батальона в 2015 году, когда была так называемая блокада Крыма. Это взяли за основу, и потом уже ФСБшники Крыма сфабриковали дело по обвинению в участии в крымско-татарском батальоне имени Челебиджихана. По информации Крымско-татарского ресурсного центра, с 2014 года за якобы участие в батальоне имени Номана Челебиджихана российские силовики задержали 50 граждан Украины, в том числе 31 из них на оккупированной части Херсонской области. Самого Руслана вывезли в аннексированный Крым, где в августе 2022 российский суд приговорил его к 5 годам заключения. Правозащитники признали Абдурахманова политическим заключенным. Дали документы, которые он подписал. Из того, что мы знаем обычно в Крыму, то это просто могут даваться пустые документы, которые потом заполняются следователем, все что угодно, просто потом используются для фабрикации уголовного дела. И он говорил о том, что он подписывал какие-то бланки, какие-то пустые документы. Он не знает о чем, потому что в его состоянии он даже, в принципе, и прочитать-то не мог. Типичное это пытки током и запугивание. То, что Руслан рассказывал, что его запугивали, то есть к нему приходили с ножом, говорили, что ему отрежут гениталии. Поэтому, в принципе, все признания, которые от него получали под пытками, это участие якобы в этом батальоне, хотя как такового батальона, в принципе-то и нет. И не было, особенно в тот период, когда речь идет, например, про 15-16 год. Но для россиян же это не важно. После суда Абдурахманова вывезли на территорию России для отбывания наказания. Сейчас он находится в Тамбовской области. Его проблемы со здоровьем ухудшились. В Лиу-7 это красная зона. И там рядом есть больничка. Вот они его перевели в больничку. Почему? Потому что он падает в обморок. В шейном отделе 4 грыжи. Они уже сильно большие. И когда они чуть не то движение сделают, они ущемляются, и он падает. Получается, у него 40% крови не поступает в мозг. Последний раз Фариде своего мужа видела в суде.
Сейчас их разделяет более 1000 километров дороги. Правозащитники рассказывают, что осужденных из Крыма и юга Украины увозят как можно дальше намеренно. Это значит усложнить коммуникацию с родственником. Крымские адвокаты не могут дальше ездить в эти колонии, но в силу отдаленности это сложно, дорого, плюс постоянно пересекать этот мост, так называемый крымский, да, то есть который в Керчи был построен. И поэтому это тоже как раз-таки выгодно для российского режима, потому что люди тогда остаются оторваны от своей семьи, от своих адвокатов, и усложнена передача любых посылок, и лекарств, и продуктов, и так далее. В том числе это просто дорого очень. 28 тысяч. Именно столько гражданских украинцев удерживает Россия. Об этом заявлял украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец, ссылаясь на неофициальные данные. При этом за весь период полномасштабного вторжения Россия вернула менее 200 гражданских пленных. Россия не заинтересована в подобных обменах, считают правозащитники. Ведь согласно международному праву Российская Федерация не должна захватывать гражданских, поскольку это военное преступление. Признание наличия гражданских пленных означает для России признать совершенное преступление. У Украины же остается не так много инструментов для защиты своих граждан, которых преследует Россия. Але ми працюємо над тим, щоб військові звільнялися і цивільні звільнялися, і ми бачимо, що це потрошечки відбувається. А не треба забувати, що війна і сприяє звільненню цивільних, тому що саме за рахунок того, що, наприклад, в Курській області були взяти в полон дуже велика кількість російських призовників, нам вдалося останнім часом звільнити і цивільних, і військових. Процес йде, і це все дуже важко, і ми залучаємо треті сторони, різні держави, Святий Престол, там всі, хто готовий долучитися до вирішення цієї ситуації. Я вже місяць завершую свій такий адвокаційний тур Прагою якраз, і всюди прошу долучатися і міжнародні організації, і окремі держави, особливо Туреччину, особливо арабські країни, які в більш таких, скажімо, робочих стосунках з Російською Федерацією долучатися до того, щоб звільнити наших громадян. Такое количество украинских гражданских пленных объясняется тем, что для России основной инструмент – страх, считают правозащитники. Их политика связана с тем, что они оккупанты, они это прекрасно знают, поэтому им необходимо посеять страх и полностью подчинить себе, да, гражданское население, которое там находится на оккупированной территории. Российская власть не имеет никаких других инструментов, начиная с Российской империи. Все, что есть для гражданских – страх и насилие. Все. Это вся история России. Опасаясь за свою семью, Фариде еще в сентябре 2022 года выехала из Херсонской области. Суд прошел, все. К нам один раз зашли. Они типа обыски делают по всем. Постоянно они ходили, но именно у нас что-то они начали часто проверять. Один раз зашли. Потом в августе один раз зашли, потом в конце августа второй раз зашли, в сентябре прошли, и мы уже понимаем, что что-то тут не так. И брата, получается, на посту они один раз пропустили, а на второй раз уже задержали. Сказали, если мы тебя еще раз здесь увидим, ты можешь, говорит, домой даже не возвращаться. Ну и как-то мы с братом так решились и собрались и поехали. Брат, невестка была, мама, папа и я с 2 детьми. Нас 8 человек выезжало. Ага. Нас 8 человек выезжало в одной машине. Путь Фариде пролегал через Запорожскую область, которую в то время активно атаковала армия Российской Федерации. Колонна из машин, которая ехала за ними, попала под обстрел. Было 30. 10 машин первые проехали, второй колонне как раз мы были, 10 машин. И как раз третья колонна выезжала. И она вот подорвалась. Вот. В тот момент, конечно, держала вот так детей, потому что начались сильные взрывы. И как раз сирена на всю. И я именно сзади вот так вижу, что оно все в воздухе летит. Но это очень сильно остался отпечаток в душе. Потому что я понимаю, что там были дети. Ты недавно с ними разговаривала, потому что как бы мы все знакомые, все друг друга знают. Практически без вещей они добрались до Киевской области, где живут и сейчас. Как-то сюда приехали, у нас ничего не было. Ну, знакомые помогали. С миру по ниточке. И, слава Богу, все равно не хватает самого главного. Папы не хватает. А так все, слава Богу, есть.
надеемся, что их побыстрее вернут домой. Мы очень сильно на это надеемся, потому что дети растут без отца. И как вам сказать, и мы и не тут, и не там. Ну, тяжело, сильно тяжело. Но они меня спрашивают, я говорю, вот папа там заработает денежку, провезет вам, он на работе. Ну, а как мне детям говорить? Они сами знают, где. Вот у меня старшая даже за это ничего не говорит, потому что она знает, что если она мне начнет говорить, я начинаю плакать чуть-чуть. Уже почти 3 года девочки не видели своего отца, но очень надеются на скорую встречу. Васпия до сих пор вспоминает, как они вместе ездили на рыбалку. На ставок їздили, Він тебе вчив ловити рибу? да, бичков. Він сам готував, чи ти допомагала? Допомагали, мила, Хотіла поїхати ще б на рибалку з татом? да.